Здравствуйте. Наш разговор на тему «Человек в эпоху глобализации» я хотел бы начать со слов известного французского социолога, философа Жана Бодрияра. Он говорит, что проблема не в том, что после нас остается мусор в природе, а проблема в том, что мы сами постепенно превращаемся в мусор. Вот те изменения, те трансформации, которые происходят в человеке в эпоху глобализации, я хотел бы начать с разговора с дифференциацией понятий глобализации и глобализм. Это разные понятия, их иногда путают. Что такое глобализация? Это объективный процесс формирования единого мирового пространства, экономического, политического, социокультурного, духовного. Это от нас не зависит. Хотим мы или не хотим, этот процесс идет. Формируется единое мировое пространство. А что такое глобализм? Глобализм – это политика. Политика продвижения своих интересов по всему миру. Субъектами глобализма являются транснациональные корпорации. Что они делают? Они продвигают свои интересы по всей планете. Каким образом? Они создают потребности удовлетворения потребления своих продуктов. Если раньше маркетинг был процессом создания рынка, то сегодня маркетинг – это процесс создания потребностей под продукцию производителя. Если вот эти транснациональные корпорации производят продукцию, они делают так, чтобы эту продукцию употребляли по всему миру, пользовались по всему миру. Поэтому они меняют политические какие-то ситуации в разных странах, формируют потребности у потребителей по всему миру. Это приводит к формированию каких-то ситуаций, к, допустим, оранжевым революциям, да, изменению политической структуры таких стран. Все это, как в свое время говорил Маркс, экономика, осуществляемая другими средствами. Вот вся эта политика – результат удовлетворения экономических каких-то потребностей. Поэтому вот эти понятия глобализации и глобализм необходимо разделять. Но если говорить о тех изменениях, которые происходят с человеком, надо, как я уже сказал, по сферам разделить. Да? Экономические изменения, политические, социокультурные, духовные. Если начать с экономической сферы, то что происходит с человеком? Мы знаем, что мы живем в обществе массового потребления. Во-первых, человек становится этим самым массовым потребителем. Он потребляет те товары, те продукции, которые, в принципе, даже ему не нужны, которые ему навязываются, которые рекламируются. Мы живем в информационном обществе, и эта информация нас трансформирует. Человек превращается в экономический эритроцит. Но более того, человек не просто элемент общества массового потребления, он сам становится объектом массового потребления. Его начинают массово потреблять, не только он. Вот это трагедия трансформации человека, человеческой личности. Поэтому вот экономические последствия такие, что человек фактически теряет свою самостоятельность, свою идентичность. Это уже переходит и в психологические какие-то факторы. Вот я вспоминаю картину Сальвадора Дали «Время» или текучесть времени. Помните, часы, которые растекаются. Вот это происходит и с человеком сегодня. Человек растекается, теряя самого себя в этой ситуации. Какие в политической сфере, какие изменения, какие трансформации в эпоху глобализации? Мы видим, что происходит в мире, и не можем спокойно это наблюдать. Да? Всякие эти оранжевые революции, продвижение интересов, вот именно транснациональных корпораций, а не каких-то стран, мы думаем, там какие-то президенты, какие-то... Нет, это экономические субъекты продвигают свои интересы таким образом. В свое время, 25 лет назад, вышла книга в 1997 году известного русофоба, политолога, американца польского происхождения Збигнева Бжезинского, которая называется «The Great Chessboard», то есть «Великая шахматная доска». Он весь мир представил как великую шахматную доску и игру в эти шахматы. И сказал, основная геополитическая задача Соединенных Штатов – это натравить русских на украинцев. Тогда мы смеялись, думаем, как это может быть, как могут натравить самые близкие народы. Но сегодня мы содрогаемся от того, что это происходит. Поэтому, видите, политика – это та же экономика, которая осуществляется другими средствами. И люди, манипулируемые сегодня теми субъектами и экономических и политических трансформаций, сами не понимают, что творят. Вот что происходит с человеком в эпоху
глобализации. Тем более, что мы живем в цифровом обществе. Да? То, что с нами, нами манипулируют посредством информации. Что происходит в духовной сфере? Человек становится все более и более одиноким. Людей все больше и больше в мире, а люди все более одинокими становятся, потому что теряют вот эту связь между людьми. Это тоже результат вот этой глобализации. Человек теряет себя, теряет самоидентификацию. Вот эта текучесть человека происходит сегодня, и мы это наблюдаем. Человек теряет смысл жизни. Одна из причин депрессии, которая сегодня происходит, это именно потеря смысла. Сегодня есть способ лечения депрессии посредством смыслотерапии. Да? Вот Виктор Франкл, известный психотерапевт, психолог, он этим занимается, эту теорию развивает. Поэтому и в экономической, и политической, социокультурной сфере что происходит? Люди теряют свою идентичность, культура теряет свою идентичность, трансформируется под воздействием вот этих субъектов политики и экономики. Это тоже влияет на то, что возникают противоречия. Вот, например, допустим, восточные какие-то страны, туда внедряются западные ценности, народ начинает не воспринимать это, возникают проблемы, разрушаются семьи под воздействием вот этих чужих ценностей. Посмотрите, что происходит в России. Это традиционная страна с традиционной культурой. Сегодня по количеству разводов Россия занимает первое место в мире. Она обогнала Соединенные Штаты. Как такое может быть, где страна, где семья была всегда культурной ценностью? Первое место в мире по разводам. Сегодня у нас смертность превышает рождаемость, население уменьшается. 100 лет тому назад в царской России было население 300 миллионов человек. Сегодня у нас официально по переписи 146 миллионов, а реально еще меньше. Да? Более 100 лет прошло, в 2 раза уменьшилось население. Говорят, еще через 20-30 лет еще наполовину уменьшится. То есть это тоже процесс, который происходит в результате вот этих глобализационных явлений. Поэтому, говоря о глобализации, о глобализме, можно много очень факторов привести, которые трансформируют и человеческое отношение. Человек теряет свою человечность. Возникает вопрос, что делать? Если вы спросите, есть ли положительные стороны глобализации? Да, есть и положительные стороны глобализации. Да? То есть мир открывается, мы видим возможность диалога культур, общения, взаимодействия культур. Мы положительные какие-то элементы перенимаем у одних культур, какие-то культуры перенимают у наших культур. Но вот отрицательные, это не снимает отрицательные стороны вот этой глобализации. И вот на вопрос, что делать, это самый главный вопрос, который стоит уже многие столетия перед человечеством. Да? Я отвечаю так. Несколько лет назад я написал монографию, называется «Новая цивилизационная парадигма». И говорил о том, что сегодня человечество нуждается в этой новой цивилизационной парадигме, которая бы объединила бы все человечество. И Россия является той страной, которая может снова предложить миру выход из той сложившейся ситуации, в которой сегодня человечество находится. И эта парадигма называется поликультурный environmentalism. Что это такое поликультурный environmentalism? Environment – это окружение, окружающая природная среда. Человечество должно свое развитие направить в сторону экологических проблем, чтобы развитие человечества не противоречило законам природы. То есть человечество как элемент природы должно включиться в вот эту социоприродную систему. Не навязывать природе свои закономерности, а включиться в эти природные закономерности и своей активностью реализовать эти природные закономерности. Потому что законы природы – это и есть мировой разум. А человек является частью этой природы и должен способствовать реализации мирового разума. Если мы называем себя homo sapiens'ами, это очень такой большой вопрос.
являемся ли мы homo sapiens'ами. Во всяком случае, не все люди являются homo sapiens'ами, да, людьми разумными. Тогда мы должны подстроиться под этот мировой разум, под законы природы. Вот это и есть environmentalism. Вообще даже слово «религия», от слова «religion», «re» – это повтор, восстановление, «лига» – это связь, означает восстановление связи конечного элемента с бесконечным, элемента с системой. То есть вся религия направлена на то, чтобы человек был частью системы. Эту систему он называет Богом, религиозный человек, а ученые называют природой, потому что само слово «природа» означает быть в природах, природа, силы, которые все воспроизводят. Поэтому environmentalism означает включение в вот эту мировую природную систему. А поликультурный означает объединение всех культур, не разъединение, не противостояние, а объединение всех культур в этом процессе environmentalism, в этом процессе включения в природные закономерности. Поэтому есть политические силы, экономические силы, которые разъединяют, разделяя и властвуй, да, древний принцип. Но все, что связано с разрушением, разделением, это зло. Все, что связано с объединением, созиданием, это добро. Поэтому основная стратегия человечества, на наш взгляд, именно заключается в поликультурном environmentalism, объединение усилий всего мирового сообщества для того, чтобы нормально жить и процветать, реализуя природные закономерности, а не противоречия им. И чтобы объединиться, чтобы культуры объединились, они должны сохранить свою идентичность, остаться самими собой. Потому что если ты потеряешь свое «я», если ты потеряешь свою сущность, твоя культура перестанет существовать, ты не будешь никому нужным. Да? Есть такое выражение: кто может быть самим собой, пусть не будет никем другим. Но кто может быть самим собой? Вот это самое сложное сегодня в эпоху глобализации – остаться самим собой. И в завершение я хочу привести слова Альбера Камю, которому, когда вручали Нобелевскую премию за его роман, Нобелевскую премию по литературе за его роман «Чума», он сказал такие слова: «Мы все человечество, находимся в одной лодке. Проблема в том, что мы не знаем, куда плыть. Мы устали, у нас уже руки болят от мозолей, от вот этих весел. Солнце нагрело нам голову, у нас уже заканчивается вода. Но ясно одно: ни в коем случае нельзя бросать весла». Вот я хотел бы этим завершить свое выступление. Ни в коем случае нельзя бросать весла, нельзя отчаиваться, нельзя сдаваться. Все проблемы решаемые, необходимо прикладывать усилия для того, чтобы человечество продолжало жить и процветать. Спасибо.